3 недели до начала главного спортивного события в России в этом году. Позиция низкого старта. Считайте, что игры уже начались. Мест в гостиницах уже нет. И через несколько дней Казань начнет принимать первых гостей. Из 170 стран мира, между прочим. Их будет примерно 100 тысяч человек. 14 тысяч одних только спортсменов. Что касается спортивной инфраструктуры, то здесь Казань не дала никакого повода клубу веселых и находчивых, оставив им для насмешек Сочинскую Олимпиаду. Единственное место в городе, до самого последнего времени считавшееся проблемным, это новый стадион-гигант. Но теперь мы видим прекрасно, что проблем все меньше и меньше. Стадион есть, и поскольку в этом яйце была скрыта наша иголка, значит, все будет хорошо. Стадион инспектировали на этой неделе гости из Москвы. Самые требовательные гости. Но дело даже не в них, дело в нас самих. Хорошо, что вот этот вот плазменный экран или медиафасад стадиона такой огромный. Его точно никто не утащит домой или к себе на дачу. Все, что можно унести, как выясняется, наши граждане уносят. Я не знаю, кому пришло в голову барахтаться в обновленном Булаке, разбирать фонтан, красть цветочные корзины. У людей, которые разбогатели этими фонтанными форсунками, по-моему, просто нет совести. Я уже не говорю о тех подонках, которые забросали камнями Аэроэкспресс «Ласточку», который соединяет Казань и аэропорт. Но большинство из нас болеют за город, переживая за то, как, в каком виде мы предстанем перед всем миром. Ведь это правда. У нас есть поводы для переживаний, но и для гордости поводов у нас не меньше. О последних приготовлениях к универсиаде Зуфар Давлетшин. Разговоры о строительстве спортивных объектов постепенно угасают, и уже не актуальны сомнения в том, что стадион будет готов. Здесь репетируют церемонию открытия универсиады, и потому режим секретности. Можно снаружи увидеть лишь малую часть конструкции, возведенной внутри. Но и даже по этой части, возвышающейся над крышей нового стадиона, можно судить о масштабах. У меня аж мурашки бегут от той мысли, что здесь будет происходить 6 числа. Доставка зрителей на объект будет осуществляться только при помощи автобусов, так называемых шаттлов. Зрители на объект смогут попадать у нас с 2 досмотровых павильонов. То есть вот здесь вот будет досмотр, да, там вещи, да, да. безопасности? Данные павильоны оборудованы полностью терминалами проверки аккредитации и билетов. Проще называть пандус, но по-нашему это стилобат называется. На стилобате движение круговое будет не ограничено. То есть по нему зритель сможет гулять свободно будет, да? Передвигаться, да. Вот на эту парковку заезжать во время церемонии открытия-закрытия нельзя будет? На личном транспорте нет. То, что сейчас происходит на арене Казань-Арены, тщательно скрывается от посторонних глаз. Но республиканское и федеральное руководство не посторонние. И конструкцию посмотрели, и кусок репетиции церемонии открытия видели. Частично поделились и с другими фотографией в интернете. Но о подробностях пока не рассказывают, предлагают подождать до 6 июля, дня открытия студенческих состязаний. Ее, кстати, можно будет увидеть не только внутри стадиона, но и рядом с ним. Медиафасад для освещения открытия универсиады 2013 года. А то есть здесь будет такая прямая трансляция? Прямая трансляция, да, для тех, кто не смог попасть. Здесь идет посадка, идет благоустройство прибрежной зоны Казанки. Новая дорога, да? Новая дорога, она окольцована, заасфальтирована полностью. Уже назначено движение по часовой стрелке. У главного входа обещают устроить музей ретро-автомобилей. Осталось завершить отделочные работы и исправить то, что делалось зимой, и к лету немножко испортилось. Мы находимся на главной лестнице. Для придания очертания четкости обрисования контура лестницы принято было решение уйти на гранит. Это у нас главный холл Казань-Арены, где встречают гостей. В принципе, готовность помещения стопроцентная. Разминочная комната, да. Такое же покрытие будет и на поле, да? Ну, примерно, да, чтобы у них чувство было, оставалось. Мы находимся с вами в скайбоксах. Это помещение для вип-гостей. Здесь, значит, помещение на 25 персон с обзором на игровое поле и, соответственно, значит, с кухонной зоной, с телевидением. А это уже цветочки, и деревья, и газоны. Там, где еще 3 года назад был заброшенный пустырь, выросли не только стадион с дворцом водных видов спорта. Строители в городе постепенно уступают место озеленителям.
Уже не бетономешалки чаще на дорогах встречаются, а машины, груженные рулонами газонов и цистерны с водой, чтобы вся эта зелень не высохла. Высадили 50 тысяч деревьев, 20 тысяч кустарников в прошлом году. Я рад, что процент приживаемости составил на сегодняшний день, по сегодняшним данным, почти 94%. Мы на сегодняшний день, благодаря уходу, благодаря Всевышнему, имеем только 6% выбраковки, который осенью по договору, по их гарантийным обязательствам будет заменен. Уже в рамках зеленого рекорда 2-го года мы высадили почти 8 тысяч деревьев, 20 тысяч кустарников и 5 миллионов цветов. И снова смогут увидеть казанцы уже почти забытые с постсоветских времен цветочные часы у Ленинского садика, обновленный булак с фонтанами, деревьями по обоим берегам и цветами на столбах. В парке Черное озеро вновь появилось само озеро. У стен Казанского Кремля появится новая брусчатка. Ярмарочная площадь тоже постепенно преображается из строительной площадки действительно в площадь. Цветочные ковры будут встречать всех въезжающих в Казань со стороны аэропорта. На некоторых участках установлена автоматическая система полива. Закончить озеленительные работы обещают к концу июня. В теплицах нашего треста выращено около 4 миллионов штук рассады. И 165 200 метров квадратных уложено газонов, зерна. Хочется надеяться, что эта красота останется и после того, как погаснет огонь универсиады. И в последующие годы тоже. И чтобы не только спортивные объекты деревни универсиады стали наследием всемирных студенческих игр в Казани. И чтобы не только там, где будут гости, цвели эти сады. Есть программа по наследию универсиады. Все останется для людей, которые живут в республике и в целом для страны. И, конечно, Казань – это на сегодня уже совершенно город другого значения, масштаба. Люди со всей страны будут приезжать сюда заниматься наукой, образованием, спортом. Получили ряд замечаний серьезных, но мы способны исправить их, поэтому я думаю, что идет нормальная работа. Везде есть поддержка. Федеральному руководству показали дом, в котором будут жить спортсмены российской сборной. Сами спортсмены, собственно, уже оценили свое новое временное жилище. Ну, рассказывайте, как это? Прекрасно, прекрасно. Как только мне показали комнату, это предварительная комната, в которой я буду попозже жить. Вот по сравнению даже с Шэньчжэнем, вот она светлая, она просторная. Да, то есть там были тусклые комнаты. Вот нет вот этих двухэтажных кроватей, с которых я слезал ночью и боялся, вдруг я слечу, не дай бог. Мне хотелось бы, чтобы Казань не только своей красотой поразила наших гостей, она должна поразить своей мощью сборной Российской Федерации. И мы должны гордиться тем, что вот наша универсиада пройдет на таком положительном, хорошем эмоциональном уровне. До открытия Казанской универсиады осталось 20 дней. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов, Сергей Кузьмин. 7 дней. Все мы больше верим слухам, чем собственным глазам. Я уже неоднократно слышал, в дни универсиады надо бежать из города, потому что передвигаться по Казани будет невозможно. Все перекроют, будут огромные пробки. Мэрия Казани совместно с ГИБДД на этой неделе пытались побороть эту убежденность.